Асанова Венера Рафаэловна жоғары санатты тәрбиеші, еңбек өтілі 20 жыл. Өз ісіне аса жауапкершілікпен қарайтын, шығармашылық ізденімпаздылығымен дараланатын, теориялық және практикалық білімін өз жұмысында тиімді қолдана білетін тәрбиеші, инновациялық технологияларды, әдіс-тәсілдерді, соның ішінде дәстүрден тыс сурет салу, сюжетті сурет салу сияқты тәсілдерді тиімді қолдану арқылы балалардың шығармашылық құзыреттілігін, интеллектуалдық қабілетін, эстетикалық талғамын дамытуға ерекше көңіл бөледі. Венера Рафаэловна халықаралық, республикалық, облыстық деңгейдегі семинар, конференцияларға қатысып, еңбек тәжірибесімен бөлісіп отырады. Оның тәрбиеленушілері де түрлі деңгейдегі байқаулардың жүлдегерлері. Сонымен қатар 2017-2020 жылдары облыстық деңгейде жүргізіліп отырған бәрін білгім келеді эксперименталдық алаңына тәрбиеші ретінде қатысуда. Абай Құнанбаев айтқандай, балаға ең алдымен мейір шапағатын сыйлайтын, содан кейін тәрбие мен білімге көңіл бөлетін, еңбекке баулитын ұстаздардың, тәрбиешілердің бірі осы Венера Рафаэловна деп ерекше атап өткім келеді. Венера Рафаэловна хороший педагог, она всесторонне развита. Она как педагог эрудирован, компетентна в любом педагогическом вопросе. Она творческий человек, художник, доставляет удовольствие рисовать, лепить, конструировать из строительного, природного, бросового материала. Она может увлечь детей познанием мира и творчеством. А видя ее положительные результаты в работе с детьми и родителями, ее творчество приносит радость и удовлетворение. Здесь и дети счастливы, и родители благодарны педагогу. Венера Рафаэловна, как воспитатель, внесла большой вклад в оформление нашего детского сада. Оформлены групповые комнаты, фойе, холл. Хочу пожелать Венере Рафаэловне, пусть ее знания и арсенал методических приемов всегда будут достаточными, чтобы наслаждаться своей работой и полученными результатами. Я знаю Венеру Рафаэловну давно, как хорошего педагога, отзывчивого коллегу и просто профессионала своей работы. Венера Рафаэловна очень добрый, отзывчивый, талантливый педагог. Она очень артистична, что немаловажно в работе воспитателя. Она умеет вести за собой детей, родителей. Дети ее очень любят, родители уважают, ценят. Многие родители советуются в трудных своих вопросах, советуются по вопросам воспитания и обучения детей. Венера Рафаэловна в своей работе применяет очень много методов, приемов, формы работы и очень много уделяет внимания нетрадиционным методам работы. Венера Рафаэловна мастер своего дела, она педагог с большой буквы, очень компетентна во всех вопросах педагогической деятельности. Венера Рафаэловна чуткий, добрый, отзывчивый человек. Мне бы хотелось, чтобы у нас побольше было таких людей, женщин, мам, педагогов, как Венера Рафаэловна. Ребятки, здравствуйте. Здравствуйте. Салямат изба. Саламат изба. Good morning. Good morning. Как ваше настроение? Хорошо. Отличное? Да. Отлично. Как провели выходные? Хорошо. Замечательно. Я сегодня утром пришла в кабинет, чтобы подготовиться к занятию. Представляете? Увидела вот такой сундучок. Хотела его открыть от любопытства, но подумала, что лучше мы посмотрим все вместе, что же там. Интересно посмотреть, что же там? Да. Очень. Очень интересно. Давайте мы его откроем и посмотрим, что же там внутри. Ребята, смотрите. А здесь письмо.
написано детский сад номер 4. Наш детский сад? Да. Да. От красной шапочки. Что же она, интересно, написала нам? Давайте прочитаем. Что же она нам тут пишет? Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, вернуть нам наши сказки. Опять, наверное, злой колдун постарался. Мы же друзей не оставим в беде? Нет, конечно же. А для того, чтобы попасть нам в сказку, нужно сказки любить и сказки знать. Вы сказки любите? Да. Я тоже очень люблю сказки. А какие сказки вы знаете? Красная шапочка, голубая рыбка. А еще есть вот такой сундучок. Но он не открывается. Он откроется только в волшебной стране. Мы его возьмем с собой путешествовать. Отправиться в путешествие? Да. Ну, в сказку отправиться на поезде. Можно или нет? Нет. На автобусе тоже нельзя, наверное, да? На велосипеде тем более. А на чем в сказках передвигаются? На катер-самолете. Так, а еще? Скороходы. А еще? На метле. На метле? На печке. На печке. На чешке вот эти, которые побегались. Ну, на чем он, как называется? Ступа называется, да? Ступа, да. Ступа называется. Ну что, отправимся мы с вами в сказку? Да. Скажем волшебные слова. Раз, два, три, ковер-самолет, до сказки домчи. Закроем глазки. Раз, два, три, ковер-самолет, до сказки домчи. Слышите? Да. Чем? Сказочная музыка. Вот мы и попали с вами в сказку. Садимся, ребята, от ручки свои. Ребята, мы с вами попали в сказочную страну, и наш сундучок, кажется, открывается. Ну-ка, мы попробуем его открыть. Ха-ха-ха! Сказочных героев не найдете никогда. Ребята, кто же это говорит? Сказочный волшебник. Сказочный волшебник, злой волшебник, который превратил всех в героев, да? Да. Так, ребятки, а в этом сундучке у нас задания. Мы их обязательно выполним и поможем нашим героям, да? Да. Первое задание у нас с вами, смотрите внимательно, называется «Назови сказку правильно». Я читаю сказку, а вы мне отвечаете. Договорились? Да. Сестрица Аленушка и братец Никитушка. Иванушка. Иван-царевич и зеленый волк. А там Иван-царевич, король-королевич. А другая сказка какая еще есть? Серый волк. Иван-царевич и серый Волк. лисичка, сестричка и серая мышка. Нет, лисичка, сестричка и серый волк. Правильно. По собачьему велению. А как правильно По щучьему велению, моему хотению. Дарюшкина избушка. А как правильно будет? Саюшкина избушка. Правильно. С первым заданием мы справились. Но тут еще для нас есть задание. Так, следующее задание. Ребята, называется это задание «Салат из сказок». Вы такой пробовали? Я тоже не пробовала. Ребята, я буду вам рассказывать отрывки из сказок, а вы подумайте, все ли здесь правильно. Или какие сказки перепутались? Катится, катится колобок по дорожке, а навстречу ему медведь идет и Машу в коробе несет. Ну какие тут есть? Зайчик, колобок катится, а навстречу ему зайчик. А вот это с какой сказки? Медведь А, идет, Маша и медведь. Маша и медведь, правильно. Идет заяц по лесу и плачет. Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. А навстречу ему идет коза с козлятами. Какие две сказки перепутались тут? И Заюшкина избушка. Правильно. Ребята, следующее наше задание.
Давайте посмотрим, что же нам тут еще приготовили. Так, смотрите, вы любите картинки собирать? Да. Вот здесь два задания. Нужно собрать картинки, собрать сказку. Мы сейчас с вами разделимся на две команды. Да? Сюда 5 человек и сюда 5 человек. Подходите. Так, собирайте следующее. Помогайте друг другу. Вот так. Помогайте друг другу. Это вот такое. Привет. Так, молодцы. Эта команда справилась первая. Все соединили. Так, а вы у нас собрали картинку? Все, молодцы. Как ваша сказка называется? Как она называется? Что это за сказка такая? Сложность. Я вспомнил, это типа... Это какая сказка? Казахская народная сказка. Как она называется? Девочка, Магда и кошка, правильно. Ребята, следующее наше задание. Давайте посмотрим. Что же здесь не так? Маша и медведь. А кто в коробе сидит? А кто должен сидеть? Машенька. Правильно. Следующую сказку смотрим. Кто здесь лишний? Корова. Лишняя? Да. Правильно. Следующий. Кто здесь лишний? Медведь. Кто пришел? Распугал всех козлят. А в сказке кто приходит? Волк. Волк приходит, правильно. Смотрим следующую сказку. Кого у нас поймал Емеля? Золотая рыбка. А кого он поймал? Он щуку поймал. А здесь кто изображен? Золотая рыбка. Перепутал художник, да? А теперь у нас последнее задание из нашего волшебного сундучка. Ваше задание заключается в том, сейчас я буду загадывать загадку, по одному будете подходить, выбирать картинку, вешать ее на доску. Это будет вашим ответом. Договорились? Я буду читать загадку на доске. Слушай внимательно. Толстячок живет на крыше, а летает он всех выше. Кто первый ответил? Кира, возьми картинку. Где у нас Карлос? Вот он, возьми магнитик. Кира, магнитик возьми и на доску сюда его. Давай сюда. Давай на доску. Давайте посмотрим. Правильно мы ответили? Правильно. Следующая загадка. На сметане он мешок, на окошке он стужен. Круглый полумяный колобок. Рамиль, иди. Выбери картинку, а мы посмотрим, правильно или неправильно. Так, вешай картинку. Бери магнитик. Бери магнит. Вывешиваем картинку на доску. Давайте посмотрим. Правильно? Да. Молодцы. Девочка в чашечке цветка. Егорка, идем. Давай, цепляй картинку. Давайте посмотрим, правильно? Правильно. Ну что, ребята, вот вы какие молодцы. Справились со всеми заданиями. И все герои вернулись в свои сказки. Давайте мы сейчас с вами все встанем на наш ковер-самолет-невидимку. Да? А чтобы нам было веселее возвращаться домой, да? Мы этот путь проведем очень весело, с музыкой. Смотрим на экран. Поворачиваемся. Поворачиваемся на экран. Вот цыпленок. На шагах
понравилось? Ну а чтобы наши сказочные герои надолго остались у нас в памяти, давайте мы нарисуем их портреты. Да. Договорились? Колобка. Мы сейчас пройдем нашу творческую мастерскую Да, честно. и будем Работать. Да. Друг за другом повернулись и давайте идем. Пошлите. Вижу. Потихонечку мы идем. Ребятки, мы с вами оказались в нашей творческой мастерской, и мы сегодня с вами продолжим наше занятие. Будем рисовать сказочных героев. Рисовать мы сегодня с вами будем На фольге. на фольге, знакомом нам предмете, это фольга. Сейчас мы выберем сказочного героя, но перед тем, как начать рисование, что мы должны с вами провести? Пальчиковую гимнастику. Правильно, пальчиковую гимнастику. Да. Подняли ручку одну. Ну-ка. Это зайчонок, это бельчонок, это лисенок, это волчонок. А это идет, ковыляет, просонок, смешной медвежонок. Покрутили пальчиком большим. Ариша, покрутили пальчиком. Так. Сейчас что мы делаем? Мы берем кусочек фольги и опускаем на трафарет. Опускаем на трафарет. Опускаем на трафарет. Взяли? Нет, неправильно, не с той стороны. Не с той стороны, вот с этой стороны. Вот и с этой стороны, да. Берем мягкую нашу салфеточку. Вот мы взяли фольгу, взяли мягкую салфеточку и начинаем аккуратненько. Вот. Нажимаем наш рисунок. Вот. Слегка давим. Сильно давить не нужно, иначе сейчас будет дырочка. Аккуратненько приподнимаем фольгу. Аккуратненько приподнимаем ее. Вот, приподнимаем ее. Теперь я трафарет у вас забираю и даю вам картон. Смотрите внимательно. Вот мы берем картон, опускаем нашу картинку вот на картон, да, и начинаем ее сгибать. Ну все, приступайте, у кого картинка готова. Начинаем раскрашивать. Вот аккуратнее убираем. Куда ты ее делал вообще? Вот это тоже у меня? Не делала. Могу себе так. Это у меня. Спасибо. Уже как красиво. Нам